Подготовкой юбилейных мероприятий занят Михаил Высоцкий и его команда. Уже скоро жители республики смогут насладиться ярким и незабываемым шоу, один из эпизодов которого будет посвящен символу Ингушетии, так называемое рождение флага. В этом небольшом флешмобе примут участие более 50 человек. На глазах у зрителей из кусков, из лоскутков большой ткани, это сейчас вы видите веревочки, а вообще это полотнища большие, 1,20 м каждая. Вдруг вот на глазах у зрителя из кусков ткани сложится огромный флаг, который начнет свою жизнь жить. Он начнет шевелиться, появится волна, дрожать. Он то вздыхает, ну как вот живое. А в какой-то момент, я все секреты не буду, потому что это зрелище такое, он вдруг исчезнет и появится что-то другое вместо него. А флаг вдруг поднимется над башней. Несмотря на пасмурную погоду, репетиции не прекращаются ни на минуту. Прогону одного из самых важных эпизодов приближающегося торжества организаторы уделяют по 3 часа в день. Студентам пожарно-спасательного колледжа уже приходилось работать с командой Михаила Высоцкого во время проведения Кавказских игр в Ингушетии, а потому взаимопонимание между участниками мероприятий и организаторами уже достигло своего совершенства. Мы стараемся избегать сложностей, потому что всегда договариваемся. У нас есть просто определенные моменты, когда вот сейчас, допустим, нам нужно выстроить флаг таким образом, чтобы у нас не было провалов, чтобы шло как бы вот по нарастающей, по росту. Только в этом сложность. И в том, что у нас не хватает ребят, поэтому мы поставили девочек. И мы как-то вот сейчас эту ситуацию стараемся сделать, урегулировать. Сами же участники праздничного мероприятия с нескрываемым энтузиазмом и любопытством выполняют поручения команды организаторов. Несколько десятков человек одновременно станут единым целым и предстанут перед многочисленными зрителями в виде ингушского флага. Мне очень приятно было поучаствовать в данном мероприятии, так как ранее я никогда не участвовала в такого рода мероприятиях. И интересно, потому что здесь можно познакомиться с людьми своего возраста, сверстниками и получить массу интересных впечатлений. Конечно, не обходится без сложностей, но мы стараемся, чтобы все было четко, и интересные моменты, они бывают, конечно, когда мы репетируем и готовимся. Пока студенты пожарно-спасательного колледжа готовят сюрприз республики на ее 25-летие, свой подарок они уже получили. Новый корпус учебного заведения торжественно открыли всего месяц назад. Здесь есть все условия для разностороннего обучения. Помимо основных специальностей, ребята могут освоить и дополнительные. К примеру, в этом кабинете будут осваивать электросварочные работы. Здесь есть специальные столы с вытяжкой, так называемый трубогиб, токарно-слесарный станок и многое другое. А вот по соседству все желающие смогут пройти первоначальную водолазную подготовку. Например, есть лодка спасательная, которую мы выезжаем на реку, на пруд и тренируемся там. И также есть бассейн, где обучаем студентов погружаться и всплывать. Также задерживать дыхание, плавать. И как спасать, самое основное, спасать пострадавшего. Не менее оборудованные классы для практических занятий по пожарной безопасности. Одним из новшеств колледжа стала так называемая бесконечная лестница. Именно на ней студенты учатся справляться с физическими нагрузками. Хорошая подготовка при этом стоит на первом месте, признается будущий спасатель Ахмед Барахоев. Немалую роль в профессии пожарного играют отточенные до автоматизма действия и хорошее снаряжение. Состоит он из каски, ремня, специальной обувь и пожарный топор и перчаток. И есть еще СИЗО-дыхательный аппарат сжатого воздуха, как называют его пожарные, СИЗО-средства индивидуальной защиты органов дыхания. Ну и есть для зрения. И он предназначен для работы спасения людей, непригодных для дыхания в среде газодымозащитников. Впрочем, новшеств с открытием нового корпуса пожарно-спасательного колледжа только прибавилось. Отныне здесь могут учиться не 360, а более 500 студентов одновременно. Такие направления, как пожарная безопасность, защита в чрезвычайной ситуации, сестринское дело, преподаватели начальных классов, дошкольное образование и новая специальность юрист позволят подготовить специализированные кадры для самых востребованных профессий. Мадина Пугоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.